Третий конгресс молодых ученых – ключевое событие десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации. Мероприятие собрало 5000 молодых ученых и специалистов из более чем 25 стран мира, среди которых и делегация из Абхазии. В деловую программу вошли более 100 мероприятий, собранных в тематические блоки. В рамках встречи с Асланом Бжаня ученые рассказали о работе конгресса, которая включала в себя актуальную внутреннюю и международную повестку в области науки и научной кооперации. Абхазскую делегацию на Конгрессе молодых ученых представляла Республика Абхазия из разных институтов, которые подведомственны Академии наук Абхазии, и наших коллег из Министерства иностранных дел. Деловая программа данного конгресса состояла из 150 мероприятий, и наши молодые ученые, аспиранты принимали участие в разработке и также в участии в этих площадках по различным трекам, по своим профилям. Самая главная повестка, которая была поднята на Конгресс молодых ученых в этом году, это пространство возможностей и развития, которое актуально отражало внутреннюю повестку российской науки и международную повестку в области науки и научной кооперации. Тему международного сотрудничества мы смогли обсудить с помощником президента Российской Федерации, с Андреем Александровичем Фурсенко. Он готов поддержать дальнейшие наши инициативы в развитии нашей науки, совместных проектов с Республикой Абхазия в сфере науки. Глава государства обратил внимание молодых людей на необходимость расширения и углубления фундаментальных знаний и исследований. Именно вы – будущее Абхазии. Ваши знания и достижения в разных сферах будут напрямую влиять на развитие страны, сказал Аслан Бжаня. Молодые ученые обсудили с президентом актуальные вопросы экологии. Если шло глобальное потепление, о котором говорили достаточно долгое время, то далее будет идти похолодание, так как все циклично, особенно в климате, все циклично. Ну, уже в скором времени будет идти. Лолита, что мы вам доверяем, и то есть нам нужно запасаться, да, теплой одежды. Запасайтесь. Да. Бытовые отходы, да, предметы человеческой деятельности, вот, мусоросвалки и так далее. Если кто-то из вас этим будет интересоваться и подготовит правильный труд, вот как мы эту проблему будем решать? Надо посмотреть, как это делают в других государствах. Это очень важно. Мы должны сохранить чистоту наших вод. Мы должны сохранить чистоту нашей морской акватории. Мы должны сохранить фауну. Это очень важная задача. Была идея, значит, нам нужно как-то развиваться в экономическом плане. У нас должны быть приоритеты в развитии нашей экономики. А приоритеты, как это мне представляется, они очевидны. Это туризм и связано с этим развитие, да, и сельское хозяйство субтропическое. Возможно, какие-то возможности, связанные с транзитом. Ну и это с учетом того, что это, как я понимаю, минимальное воздействие на окружающую среду. Закон, связанный о регулировании правового статуса апарт-отелей. И тут некоторые ученые говорят, заявили о том, что это может оказать такое очень отрицательное воздействие на природу. Ну, слушайте, речь идет по всей стране, там, примерно, чтобы эту программу реализовать, нам нужно около 300 гектаров. Это по всей стране. У нас одна птицефабрика была, вы не помните, в селе Киндги, она занимала территорию 450 гектаров. И какие же тут вредные отходы, если стоит здание, если система локальных очистных сооружений правильно функционирует. Мы же понимаем, что это вода, которая может быть использована в технических целях. Оттуда выходит чисто. Дело же в человека упирается в соблюдение этих технологий, в соблюдение этих норм. И никакого отрицательного воздействия нет. А какая альтернатива этому подходу? Нет альтернативы развитию экономики. Вот мы даже, как это называется, в Гулирбском районе мы не завод установили по переработке мусора. Там первичная, скажем так, сортировка идет. И то это стоит огромных денег. А как нам развиваться? Как нам развиваться, если не развивать свою экономику? А какая мы черноморское государство, туристическая страна, если из города Сухум до Ингур, до границы с Грузией, у нас 3 отеля всего работают на протяжении 100 километров. Разве не в Абхазии выращивали цитрусовые, выращивали чай и другие культуры? Все это заросло сегодня бурьяном.
А как люди будут жить? За счет чего? Поэтому наша наука в этом деле должна помочь в плане подтверждения или опровержения тех приоритетов, которые сегодня озвучивает руководство страны. И мы должны всевозможные снять лишние разговоры с этих воздействия на природу какое. Ну, тогда давайте будем ходить пешком, запретим автомобильный транспорт. Он же тоже определенное воздействие оказывает, так? Да, давайте будем, вообще мы тоже откажемся от каменных домов. Это же тоже вмешательство в природу. Надо идти в ногу со временем и при этом использовать подходы и технологии, которые в минимальной степени влияют на окружающую среду. Слава тебе, Господи, если мы что-то строим, у нас есть возможность, если даже каким-то деревьям нанесен какой-то ущерб, 5 или 10 раз больше восстановить. По таким правилам наши лесники должны были бы работать, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Поэтому, что касается вас, уважаемые экологи, вы там возьмите ситуацию в руки, изучите нашу страну и нам подскажите, как вы нам, что можно, что нельзя делать. Хотя очень много примеров, когда совмещаются очень гармонично, и все это приносит пользу населению, такие вот разные направления, как туризм, отдых и добыча нефти. На примере Объединенных Арабских Эмиратов. Там вода зеркально чистая, и соляркой не пахнет. А в Баку пахнет. Потому что в Баку использовали в свое время непонятно какие технологии, а здесь вода чистая. И богато живут за счет этого. И туристы приезжают. И вообще туризм в этой стране стал в плане удельного веса ВВП значительно больше, чем добыча нефти и газа. Значит, грамотно эти вещи можно совмещать. И об этом должны говорить наши ученые. Вообще, наше будущее, уникальность нашей страны, картина завтрашнего дня – это сохранение Абхазии вот, экологически чистой страной. Вот, грамотно воспользоваться теми ресурсами, которые мы имели. Если мы отказались от каких-то культур, типа чая, тогда это надо заменить чем-то другим. Страна, которая может принимать 5-6 гостей в год. Абхазия – это страна, в которой граждане, 80% граждан, могут быть обеспеченными и богатыми людьми. И к этому надо прийти. У меня даже подозрение есть, как это сделать. Нам нужна ваша поддержка. Были затронуты вопросы сотрудничества НИИПИД с российскими коллегами, их наработки и виды деятельности. Ваш труд востребован, я известно, на территории России. Есть заказ? Он может быть востребован, если некоторые вопросы нормативно-правовые решить, либо решить некоторые финансовые вопросы наши. То есть мы сотрудничаем с различными институтами, с университетами Российской Федерации, даже ведем некоторые какие-то местами совместные темы, либо бывают общие какие-то публикации. То есть все наукометрические параметры говорят о том, что как бы, у нас есть работа. Причем у нас, если говорить о стратегических вопросах, наш институт, пожалуй, один из старейших институтов приматологических. Стратегический вопрос, конкретно в случае нашего института, это то, что это институт с колоссальным опытом работы по моделированию всего чего угодно на приматах. Речь идет о том, что с помощью нашего с вами института другие институты кооперации вместе с вами могут выработать препараты, вакцины, которые будут решать проблемы здравоохранения. Так? Да. Дело еще в фундаментальных исследованиях, поскольку обезьяны являются такими удобными моделями, они нам близки филогенетически. Помимо вот этих всех приматологических дел, как истории, наш институт, пожалуй, достаточно важное значение имеет для нашего здравоохранения, поскольку мы занимаемся исследованиями еще и людей. То есть, например, нормативы мы говорили, по долгожителям. Это одна из наших тем научных. Поскольку долгожители, некоторые у них свои особенности физиологические, у них и нормативы свои, лабораторные, к примеру. Это тоже нужно понимать. И я еще тоже говорил об этом. Дело в том, что вот в Абхазии, к сожалению, пока нету популяционных норм по, опять-таки, лабораторным параметрам. А это стандартная вещь, когда в какой-то большом регионе или плюс-минус обособленном регионе есть свои нормативы. Это правильно, поскольку от популяции к популяции
лабораторные параметры, особенности физиологические немножко отличаются. И это очень важно при диагностике заболеваний, постановке диагнозов различных и так далее, и лечении в том числе. Какие перспективы могут открыться у абхазских ученых в мире многополярности? Такой вопрос был поднят в рамках работы Конгресса. Об этом на встрече рассказала сотрудница МИД Милана Хашпа. Будущее международные отношения, да. Да, как молодые ученые могут на это повлиять в мире многополярности. И вот как раз одним из спикеров на этой площадке был член Координационного совета по науке при президенте, который курирует международные вопросы, Андрей Байков. Вот. И мы в ходе этой дискуссии задали вопрос, который немного застал их врасплох, о том, какие перспективы могут открыться у абхазских ученых в этом мире многополярности, да, учитывая то, что Абхазия частично признанная республика, да, там еще и присутствовали представители таких стран, как Иран, страны Латинской Америки, вот, Австрии и так далее. И уже нам в частном порядке после завершения дискуссии рекомендовали, да, сформировать такой рабочий план и конкретно изложить в письме, чем они могут быть нам полезны. И вот как раз, даст Бог, если будет сформирована такая рабочая команда при президенте по вопросам науки, то это бы, мне кажется, вот, дало бы нам возможность сформировать определенный план работы, и уже наши российские коллеги смогли бы нам помочь по определенным вопросам. Тут ученые наши и историки должны вещи называть своими именами. А вы, как специалисты, сядьте и все посчитайте. Для нас это российское направление, оно самое важное. Очень важное направление наше – это работа с нашей диаспорой. Роль и место диаспоры. Что мы делаем так или не делаем, что могли бы сделать для того, чтобы эта работа с ними решила ряд ключевых задач. Какая должна быть Абхазия через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. Вы в этом вопросе, мне так кажется, вот, постарайтесь посмотреть, как ученые в суть, и оперируйте цифрами. На встрече была высказана идея создания Совета молодых ученых при президенте. Глава государства данную идею поддержал, отметив важность наличия такой площадки для прямого диалога и взаимодействия с представителями молодого научного сообщества. Шазина Ханагуа, Амра Зарандия, Раму Камке, Абхазское телевидение.